Всем привет, меня зовут Тима. Мне просто не на что было ехать в Алмату. Очень медленно накапливал 42 тысячи. Қазақстандағы топ-3 видеомейкер, там режиссер. Блин, надо выбирать. Ең ұзақ монтаждалған видео. Не коллега, ты друг, короче. Ең көп сумма. За который мне платили? Да. То есть вот тебе 500 тенге. Я такой, хорошо. Барлықтарыңызға сәлем, бұл бізде экшн жобасы. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі бізде 4-ші шығарылым, және бізде қонақта монтаждың атасы, просто Тима. Сәлем, достар. Монтаждың атасы, это бок монтажы. Білем. Атасы. Так, ең бірінші сұрақтан бастайық. Өзіңді таныстырып кетсең, қай жақтан келдің? Орысша айтсам, ренжімейсің? Нормально, айтайық. Всем привет, меня зовут Тима. Родом я из города Семей, Семипалатинск. Родился там, жил там до 18 лет. Потом в какой-то момент меня позвали в Алмату работать в маркетинговую компанию Кекс. С тех пор я начал тусить в Алмате, делать тут видосы разным лайнерам, другим медийным личностям. И так маленькими шажками дошел до Армана, поработал на него год и сейчас поплыл своей дорогой, получается, вот. Все. Ну, қазіргі кезде видео, тикток пен айналысып жүрсең, соны индегі там ата-аналарың түсіне ме? Нет, они наоборот поддерживают меня. Я когда вот сказал, типа, блин, меня вот, короче, оператором зовут в Алмату, отпустите? Они такие, да, смело, братан, барабердим. Да, они с пониманием отнеслись, они помогли мне финансово, морально поддержали меня, типа, да, делай, вот если это тебе нравится, делай. Вот. Без них бы, наверное, вряд ли что-то получилось. Видеоға түсіру менікі деген ой қашан пайда болды? Ну, началось-то это все как-то спонтанно, типа, раньше была мода где-то в 2014 году снимать свои вот YouTube-каналы, жизнь и так далее. Я такой, блин, а что я отставать буду? Начал себя потихоньку снимать. Я начал потихоньку себя снимать. Монтировать некому, начал учиться монтажу. Вот так вот постепенно закидывал видосы, с каждым разом пытался что-то улучшить. И вот постепенно меня начали замечать в Семске, как в сфере именно вот этого операторства. Начали предлагать работу, типа, блин, нифига монтируешь, нифига снимаешь, пошли снимать банкеты, короче. Я такой, да, это то, что мне нужно. Ну, блин, 16-летнему пацану снимать банкеты, то есть нет, не то, чтобы банкеты снимать, а получать какой-то заработок от того, что тебе нравится, это прям что-то нереальное. Поэтому я сразу же согласился, вот какое-то время в Story поснимал. И да, вот и все, больше не буду. Қай жақта оқыдың негізі? Колледж, универ? Колледж, сейчас в универе. Колледж это был КРИС, колледж радиотехники и связи. Отучился там 3 года. В Семейде? Да, в Семее закончил. Причем в 3-м курсе я заканчивал, и в 3-м же курсе я полетел в Алмату. Тут я, по идее, работал, но притворялся то, что где-то на практике там двигаюсь, потому что я по специальности ММТшник, это монтаж медтехники медоборудования. То есть если бы не съемка, не монтаж компьютерный, я бы где-то сидел сейчас в медицинском отделении и чинил медицинское оборудование. Вот. А универ? Универ, Казгю, ну там уже просто, чтобы в армию не забрали. Казгю это в Астане? Есть в Астане, но есть еще и в Семске. Алматыға қалай келген туралы? Ну, там сенде видео бар, то, что келген туралы Инстаграмда. Ну, білмейтіндер үшін қалай келгенді айтып кетсең. Был обычный день. Я сидел у друга, он включил песню Дархана Джуз. Она мне очень понравилась. Я такой, блин, надо что-то под нее сделать. У меня материала не было. Я такой, возьму-ка, скачаю видосы лайнеров. На то время популярных, Джокасос, короче. Сижу и начал, когда материал собирал, я такой, блин, можно из этого целую историю построить, типа шиперство, короче. Совместить кадры так, что как будто вот это прям история. У меня получилось. Я
Я думаю, это как для забавы прикольно. Может, друзья мои ценят. Я тогда, вот у меня 700 подписчиков, что ли, было в инсте. Закидываю. Все начинают его отмечать, он замечает, репостит себе, оттуда еще люди приходят, и появляются такие комментарии, типа, сделай так же про Артура и Адину, Сифрейм. Я бірінші көрген видеом сол ғой, Артур Адина. Страсть или все не так уж круто? Хочется набрать и сказать о том, что думал. Мне не даст соврать, это только моя глупость. Я такой, прошено сделано, делаю, монтирую, закидываю, и там все взрываются просто. Артур к себе, не то что в стори закидывает, он к себе перезаливает, отмечает меня под постом, и я вот сижу вот так вот, инсту обновляю, а там плюс 20 подписчиков, плюс 30 подписчиков, типа вот так вот идет. Я такой, все, мама, я популярный. Посмеялся с этого. Я думаю, типа, ну вот сейчас вот это все пройдет. А нет, а мне начали они писать, типа, и Сифрейма, и Жукасис, и вот Кекс, Алибек, есть человек один, чуть попозже расскажу. Они все начали звать меня в Алмату, работать у них оператором-монтажером. Кекс на то время предложил мне лучшие условия, и поэтому мне просто не на что было ехать в Алмату, и мне пишет человек, Алибек по имени Мартенов, с которого все и началось. Он говорит, типа, блин, бро, классно монтируешь, пошли к нам работать, мы тебе все предоставим, будет жилье, будешь жить со мной, короче, мы предоставим тебе Мак, Дима, у нас зарплата классная, говорит, типа, то есть все угорает с этого. Я сначала не воспринимал его, он выглядит как, знаешь, чуть-чуть маньяк, я ему не доверяю, и там захожу к нему в профиль, а у него фотка Сифрейм стоит, я такой, фотошоп. Оказывается, нет, он, оказывается, со всеми в этой сфере общается со всеми. Я такой, ну окей, рискну, но, блин, у меня нет денег. Он такой, давай так, ты месяц поработаешь у нас дистанционно, чисто монтаж будешь делать, мы тебе заплатим, и ты на эти деньги приедешь нам. Я такой, давай так, месяц на них работаю, они мне выплачивают реально. Я такой, блин, классно. Выезжаю, и с января 2014 года я приехал в Алмату. Ой, нет, какой 14 год? 14 января 2019 года, вот, я приезжаю в Алмату. В прошлом году, получается. Да. Приезжал в Алмату, Альбек меня встречает, приютил к себе, я у него разложился, там, вещи расставил, пошли знакомиться с персоналом. Кекс — это маркетинговая компания, которая занимается продвижением вот этих ресторанов, Жека Зони, Рифрейм, бургеры, Салам, там его не было еще тогда, но в будущем Мармелад бар, все это дело. И благодаря этому у меня появились связи, не связи, а типа ответвления для общения с медийными личностями, как там, типа, вайнерами, артистами и так далее. Они тоже замечали то, что я, типа, вроде неплохо монтирую, и время от времени предлагали мне, ну, там, Мадлен Гиф отснять, Арману Вайн отснять и так далее. Вот так вот как-то и получилось, то, что я вот тут. Потом Арманға кеттің? Да, вот я поработал на Кекс. Кекс қанша уақыт жасадың? Где-то в сентябре прошлого года Кекс начал заниматься именно развитием личных страниц блогеров. Тогда они взяли Карину к себе, я пошел, и выбрали меня как ее основного оператора. То есть ей выделили маркетолога и вот меня как оператора. Мы с ней на то время очень сильно подружились, потому что чуть ли не каждый день снимали, ну, типа на съемки выезжали. Так вот продолжалось до декабря, то есть я работал и на Карину, и на Кекс одновременно. А потом потом Карина сказала, типа, блин, ну, вроде в услугах маркетинга я особо не нуждаюсь, но я бы хотел продолжить работать с тобой. Ну и Ярма тоже, получается. Где-то вот так подстроился. Вот. И говорит, типа, будет классно, если ты с нами начнешь работать. Я такой, давай попробуем. И, получается, с января до марта я работал и на Кекс, и на Армана. И в то время у меня дикая перезагрузка была. Я там, типа, ночами сидел, что-то делал. Не успевал. Ну, конечно, там очень много этого было. Не то, что... Объема. Объема, да, очень много объема, и ты вот не понимаешь, что делать. И из-за этого в какой-то момент я чуть ли не перегорел. Я вот на грани до перегорания был. Я такой, блин, надо выбирать. Кекс, с которого все началось, или Арман, с которого все продолжается. Я такой, ну, Кекс я, наверное, уже прошел. Надо двигаться чуть-чуть дальше. И получается... Level up. Ну, да, типа того. И этот... не попрощался с командой, мы с ними хорошо общаемся. Там лучшее, что есть в Кексе, это коллектив. Нереально, прям как друзья, знаешь, там нет типа коллега, нет, не коллега, ты друг, короче. Вот. Но они с пониманием отнеслись, они сказали, да, брат, дерзай, делай. И с того момента, где-то с марта, я полностью начал работать и на Армана, и на Карину. Мысалға, жаңағыдай көбейіп кетеді ғой, монтаж, там, съемки, анау, и сол кезде сен не нәрсе
жасайсың, чтобы жаңағыдай. Перегорание? Да, чтобы не было такого. Вот, у меня так не получается. Я не умею отвлекаться. Я вот работаю, пока не перегорю, короче. И когда я перегораю, мне нужно что-то делать для восстановления. Такое было с Арманом. Был очень большой объем. В какой-то момент я уже устал. Настолько устал, что я когда обычно слова говорил, я говорил это через слезы, короче. И вот настолько я устал, не знаю почему. И вот Арман также с пониманием отнесся. Говорит, типа, вот, тебе нужно отдохнуть, дал пару советов, и мы буквально неделю, вот это была первая неделя, когда я не жил вот бок о бок с ними. Я поехал к своим старым пацанам, вот, ребята с Кекса, кстати, они сказали, да, братан, смело, неделя, короче. Я приехал туда и начал просто отдыхать. Музыку слушать, сериал смотреть, который давно хотел, но не мог из-за работы. Так как меня на тот момент уже тошнило от съемки, от монтажа, я думал, блин, надо чем-то другим заняться. Нельзя вот просто так просиживать. Я такой, чем я хотел заниматься давно? Анимацией, короче. В тот же день у меня немного бюджета было, я поехал в ближайший магазин, купил графический планшет и пытался что-то делать. У меня где-то 4-5 выпусков в инсту закидывал. Истории рассказывал, да, история, через анимацию? Через анимацию. Вроде прикольно было. И людям нравилось. Такие, блин, прикольно, что-то новое. Йоу, анимация. Неожиданно. Знаю! Я такой, блин, да, классно. Но это было энергозатратно слишком. Я этого не замечал вначале, потому что мне это, блин, классно. Что-то новое, короче. А потом это, оказывается, очень много времени занимает. Я вот этот момент не учел, поэтому сейчас анимация у меня не выходит. Простите, пожалуйста. Видео түсіруге бір андай мотивация берді ма басында это там школдың кезінде или там кумир деген сияқты? Ну, кумира не было, был чувак, который на класс выше меня был. И он сделал свой видос вообще на программе, которая автоматически делает видосы. Это, блин, мне казалось, это, ох, нифига, у нас такие ребята в школе учатся. Тоже так хочу, короче. И вот под эгидой зависти, получается, я такой, сейчас я его вот по монтажу обгоню и начал делать что-то. Как только я вот его по скиллу в монтаже обогнал, я начал идти дальше. Типа, вот этот чувак тоже нифига монтирует, вот надо монтировать лучше него. Так вот постепенно вот я, получается, каждый день, ну не то чтобы развиваюсь, есть такая мудрая мысль, то что твой герой — это ты через 10 лет. То есть ты никогда не добьешься той цели, к которой идешь, и это тебе позволяет развиваться, короче. Түсірген ұнай ма или монтаж? Изначально я монтажер, типа я снимать вообще не умел, я начал с монтажа чисто. Когда себя снимаешь, там же просто на штатив поставил и не паришься, короче. Потом, когда вот уже меня на работу начали звать, на эти всякие банкеты, историю, пошел учиться. Вот были ребята на то время, ну, типа я в эту сферу залетел, в Семске, монтажеров, операторов, и они делились со мной знаниями, которые они получили за период съемок своих. Такими методами, ақырындап я начал снимать, но монтаж мне, по идее, больше залетал. Ең алғашқы түсірген камера там или телефонға түсірді? Я снимал на телефон, потом нашел не зеркальную, а такую вот мыльницу родителей. Они об этом не знали, но я ее украл. Не украл, типа просто с комнаты она ушла, и все равно никто не пользовался. Я такой, классно, начал снимать на нее. Потом level up был, когда я очень медленно накапливал 42 тысячи. Очень медленно. Я помню, где-то месяца 4 их накапливал, чтобы с рук купить первую свою камеру зеркальную. Canon 1100D, короче. Вот, а я ее купил. Потом через 2 недели продал подороже. За 70, по-моему, продал. Купил такую же камеру. Доллар қымбаттап кеткен шығар? Доллар қымбаттаған шығар? Наверное. Из-за этого. Возможно. Вот я не знаю. Или так получилось, короче. Купил точно такую же камеру, но с 3 объективами. Продал ее за 110. Купил Canon еще одну, 600D, по-моему. И вот с ней долгое время ходил, пока сюда не переехал. Тут, оказывается, никто на Canon почти не снимает. Я такой, все на Sony. Что такое, да, типа, денег-то у меня на Sony нету, что делать? Я начал, короче, снимать, типа, через силу пытался снимать на свою 600D, которая там, типа, Full HD, только в 30 кадров. Наснимал, заработал, почти не питался, и вот купил вот свою 6300, которая вот до сих пор мне служит. Ең ұзақ монтаждалған видео? Суд за хайп. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде за хайп.
Судзах, это ефремский. Да, Ефрем, короче. Нет. Или да. Что-то из этого. Я помню, короче, я работал тогда в Кексе чисто. Карины еще не было, она не была, там, типа, как этот. Получается, приходит Арман с вами. Блин, вот, я вижу, что ты должен смонтировать этот видос. Мы уже все отсняли, тебе надо только смонтировать. Возьмешься? Я такой, наверное, материала мало будет, что там? Быстренько смонтирую, закину, нормально будет. Он такой, хорошо, все, без проблем, скидывает. Там материал на 312 гигабайт. Ты с 5 камер синхронизируешь видосы на своем старом ноуте, который нифига не прогружает, и пытаешься с этим что-то делать. Рядом со мной, благо, чувак еще сидел, который, типа, у него свое видение было. И он тоже помогал мне. Так бы я, не знаю, что бы я делал. Горе пополам, я закончил этот видос. Я помню, еще очень долго монтировал прощальный ролик Ефрейм. Да. Да. Очень, не то чтобы ответственная часть была, то, что на мне завершение целого поколения. You gave me a shoulder when I needed it. Типа, Ефрейм закрывается, и я должен это сделать душевным. Қанша уақыт кетті? Где-то вот ушло примерно 3 дня по 3 часа, наверное. Нет, больше. Я сажусь вечером, заканчиваю ночью, когда уже вот прям не могу спать хочу. Вырубаюсь, просыпаюсь, там делаю основную работу в Кексе, и обратно сажусь за монтаж того ролика. Ең бірінші түсірген видео, который саған төлеген, ақшасын берген. Так, вот хороший Той вопрос. банкет. Сейчас помню. Это была, по-моему, подруга моя. Да? Да, я, короче... Настя. Не, тогда я Настю не знал. Вот, в Семске, короче, сижу такой где-то в 2015 году. Купился, вот, как я купил уже свою зеркальную камеру, ту 1100D Canon. Я такой, надо ее опробовать, надо что-то сделать. Может, кому-то фотосет нужен? Ну, такие, нет. Ну, некоторые были люди, нет. Подруга говорит, хочу видос снять, поможешь? Я такой, окей, без проблем. Начали снимать, что-то замутили. Он говорит, прикольно получилось, вот тебе 500 тенге. Я такой, хорошо. 15-летнему мне казалось, типа, 500 тенге, я заработал деньги, пойду поем. Вот, классное чувство было. Ең көп сумма. За которое мне платили? Да. Платили за одно видео или за... Были такие моменты у меня, что, типа, ты смонтируешь нам 18 видосов, мы тебе заплатим вот такую сумму. Вот. За 18 роликов мне заплатили 200 тысяч, получается. Там они легкие были, они минутные были, и они все в инсту уходили для одной компании, получается. А если одиночный ролик брать, финалка моя была где-то 50 тысяч, наверное. Я гиф снимал. Говорит, умеешь ретушь кожи делать на видео? Я такой, да. Я такой, вот тебе 50 тысяч, сделай. Я такой, хорошо, спасибо. Өзің там монтаж или там съемкаға, инстаграмға, кстати, тиктокқа можно. Идеялар қаяқтан аласың? Но раньше, когда я в институт снимал, мне буквально все идеи практически приходили из песен. Типа я слушаю песню, и как она обычно бывает, ты же идешь в магазин, допустим, ты представляешь себя в клипе. Кадры, да, в голове? Да, в кадре там что-то вот пролетает, и такой, машину можно снять, типа такого. И получается, я под текст ту же Настю подругу снимал, Дулга, типа я звал более-менее медийных личностей, потому что у меня была возможность, и как-то пытался красиво их отснять. А потом уже, потом уже просто как-то развил в себе это чувство и начал из головы брать. То есть музыка в какой-то момент мне перестала быть... Я до сих пор вдохновляюсь музыкой, но не так сильно, как раньше. Меня очень вдохновляют песни исполнителя Дарима. Такие душевные, такие жизненные, боже. Обожаю этого чувака. Курсы? Кімнің идеясы болған? Типа курс ашайық, үйретейік там. Изначально, из самого начала брать подписчиков, потому что они такие, Тима, классно монтируешь, запусти научи свои курсы. меня. Да. Научи, открой свои курсы, открой YouTube канал, типа такого. Я такой, да, классная идея, но не сейчас. И вот так вот где-то годик проходит, потом где-то в феврале этого года ко мне приходит мой сожитель, Изма его зовут, Диас его зовут, но мы его называем Изма, берет меня за плечо и говорит, давай запустим тебе курсы. Я думаю, это очередная такая же фигня, как типа подписчики же пишут, сделай. Я такой, да, классно, конечно. Он такой, все, классно. Потом на следующий день он собирает команду уже, он начинает разгонять, типа, какие уроки запустить. Я такой, а мы что, реально уже начинаем?
И в тот день уже вот пошло то, что мы нашли чувака еще одного, который нам помогал, накидывали идеи, накидывали сценки, думали, как это отснять, решили, что снимаем на хромаке, у меня свой личный хромак был. Вот. Потом день запуска должен был быть, но у нас не было пробного ролика. Я такой, ну, видимо, не сегодня, такой, нет, и запустил, короче. Типа, вот, ребята, у нас открылись курсы. А я такой, ага, это получается, мне надо сейчас смонтировать открывашку, да, получается? Типа, премиальный ролик, чтобы показать то, что ждет людей на курсе. Он такой, да, задача как раз по тебе. Я такой, хорошо. Не сплю всю ночь, делаю этот видос. И вот так вот мы и запустились. Сейчас идет уже 4-й поток. Учеников у меня где-то уже 1500, наверное, по всему миру. Там есть чуваки с Нью-Йорка, с Малайзии, короче. Да. Меня прикалывало, типа, ты сидишь, монтируешь и обучаешь чувака, который в Малайзии где-то находится. Нифиговое чувство. Өзің үшін Қазақстандағы топ-3 видеомейкер, там режиссер или? Ну, блин, по-моему, слишком стандартно это будет. Өзіңе ұнайтын. Айтөре из Казахбро. Он меня многому научил. Он мне нравится, как он снимает. Мне больше нравится, как он снимает, нежели монтирует. Но он кадрами так атмосферу передает классно, не передать. Айтуар Сиитов. Ой, Айсултан Сиитов. Вот. И я бы хотел уметь делать цветокоррекцию, как Виталий Бужан. Можешь қысқаша айтып кетуге там TikTok House туралы? Что не істемедік? Айтпадық. TikTok House открылся недавно. Ой, Keks House. Да, Keks House. Он открылся в начале ноября. Участников изначально было 10, сейчас 2 пополнения. Это Карина и Айтвар. Не впервые это в Казахстане, сейчас уже 6-й хаус, что ли, открывается, что-то такое. У нас их в целом много, но что-то новое именно для участников, которые там, потому что те хаусы, которые открывались, у них уже была аудитория какая-то. А мы все ноунеймы собрались, короче, ну, большая часть. Ну, типа, у меня аудитории не было, ну, 60 тысяч вот эти вот, которые я за месяц набрал. Потом Аида, девчонка, у нас 700 подписчиков у нее всего было. Сейчас мы потихоньку пытаемся собрать комьюнити и на этом расти. И делать при этом это достойно. У нас нет такого, что вот бип конкурент, йола конкурент. Нет, мы все хотим быть друзьями, но просто составлять достойную конкуренцию, чтобы нам не было стыдно за наши видосы. Пытаемся делать качественно, где-то на камеру снимаем, где-то монтаж подключаем. Сол Keks House ашу кімнің идеясы болған негізі? Жека всех собрал, Жека один из участников, получается, и короче, с него все началось. И мынандай бір сұрақ қалып кеткен. Өміріңдегі ең үлкен суммада жасаған покупка? Вот компьютер мой. Одноразовая, да, какая-то покупка? Да. Вот я купил себе ноут 3 дня назад за 990 тысяч тенге. Вот сейчас он приехал, я после интервью пойду забирать его. И мына жақта сұрақтар подписчиктердің. Да, қоя берейін осыларды. Көбіміз. Неге видеографтан TikTokқа кетіп қалдым дейді? Ну, так же, потому что вот надо было что-то в жизни менять. Я такой, создам-ка TikTok, нет, потому что, ну, мне многие писали, типа, блин, у тебя вроде классный монтаж, чё бы тебе TikTok не залететь? Там классную аудиторию наберешь. Я такой, да не, очень долго противился этому, где-то полгода, что ли. Потом в какой-то момент решил, создам. Создал, закинул, и буквально за месяц набрал 60 тысяч, что ли. Я такой, вау, нифига, я, 4 года в инсте 30к набирал, а тут хоп. И там, типа, аудитория, она такая, знаешь, не живая, а прям активная, не комментирует, лайкает, что-то делает, короче. Мне понравился вот этот вайб тиктоковский, и я начал уже вот делать контент для тиктока. То есть, нет, я делал контент для тиктока, но я делал для Армана. Да. А вот сейчас подключил себя. Руыңыз қандай дейді? Найман. Біліп едім сондай шығар. TikTok или Instagram дейді? Ой, блин, сложный вопрос. Но с инста я все начинал. И поэтому я, наверное, больше предрасположен к инсте, но контента больше делаю на ТикТок сейчас. Айына қанша теңге табасың дейді? Если не секрет. Сколько ты зарабатываешь? Всегда по-разному. У меня был период такой непродолжительный, но был, когда я полляма зарабатывал.
И вот в тот момент я понял, не в деньгах счастье. Потому что я так перегорал в тот момент, я прям не мог, короче. Я такой, заберите все деньги, оставьте просто меня в покое. Типа. Вот, не было времени на творчество, я очень скучал по этому. Вот. Сейчас меньше, намного даже. Бізде бүгінгі сұрақтар осы дайындалған. Рахмет келгеніңе. Рахмет. Қызық болды. И соңғы сөз, так, қай камераға? Сюда, мында біздің қарап отқан адамдарға, оқырмандарға свои пожелания, мотивация, что-нибудь такое. Ну, ребята, если у вас есть желание что-то делать, не отбрасывайте это на потом, потому что это желание умеет такое свойство погасать. Делайте, трудитесь, и рано или поздно оно получит свой отклик, и у вас все получится. Просто не ленитесь, так сказать. Вот и все. Осымен бүгінгі біздің шығарылымыз аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған Тима. Если что, білмеген адамдар болса, TikTokқа жазылып қойыңдар, Instagramға тоже жазылып қойыңдар. Келесі кездескенше. Удачи. Саламатсыз.